Самый основной вопрос – это вопрос недопущения особо опасных болезней. Африканская чума свиней и птичий грипп в прошлом году всколыхнули половину Татарстана. Ветеринары показывают министру сельского хозяйства, где были обнаружены очаги. Птичий грипп в Буинском, Дрожжановском, Муслюмовском, Зеленодольском районах. Чума свиней в Елабужском и Заинском. Вот это две основные моменты, которые на самом деле произошли в республике в ушедшем году. И то есть наша задача стоит остановить это как минимум и больше уже работать на предупреждение. Под угрозой АЧС реально находится огромное, большое количество наших и фермерских хозяйств, и небольших предприятий, которые занимаются именно свиноводством. Ну, по уровню биологической защиты надо очень серьезно этим вопросом заняться. То же самое по птицекомческим предприятиям. Для Татарстана это грозит экономическими потерями и резким сокращением поголовья скота. В декабре на территории 23 районов был объявлен карантин. Опасность существует до сих пор. В связи с этим усилен контроль, контролируются все продукции, значит, в частности автотранспортом. Далее усилен контроль за перевозкой, перемещением продукции, свиноводства и продукции птицеводства. В лесах продолжают истреблять диких кабанов. Уже добыто порядка 2000 животных. У очагов вируса стоят контрольно-пропускные пункты. Но пока идет борьба с одним, возникает другое. В ряде районов критические показатели по лейкозу. Это Камск-Устинский, Нурлатский, Лаишевский, Новошминский, Мензелинский, Алькиевский район. В результате того, что работа по оздоровлению стада в них в течение года не велась, они несут значительные экономические потери. Ситуацию поправит лечение, но на это нужно время. А вот на выполнение абсолютно новых требований времени крайне мало. В республике началась идентификация животных, то есть внесение их в единую электронную базу. Например, вот как это происходит с телятами. На ухо животного крепится специальная бирка, и уже по ней можно узнать, что с животным происходило. Эта мера связана не с болезнями, а с новым федеральным законом об обязательной идентификации, который коснется всех сельскохозяйственных животных, вплоть до пчел и рыб. В республике начали с молодняка крупного рогатого скота. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.